Их предки создали эпические поэмы, самые крупные из которых исполняются 7 дней и 7 ночей. Они способны сделать пародию на любой западный хит, и она не будет уступать оригиналу в качестве и превзойдет его в остроумии. Они способны, не выезжая за пределы родных улусов, снимать фильмы, которые вызывают восхищение у гостей международных кинофестивалей по всему миру. Это фантастически творческие люди. Это якуты, и они делают все это на якутском языке. История. Якутский язык является тюркским языком, хотя он значительно отличается большим количеством древних монгольских заимствований, которые вошли в язык еще до переселения якутов на север. Ведь до 12 века они жили в районе озера Байкал, и только потом они начали несколькими волнами мигрировать на берега Лены и ее притоков. Но там на тот момент уже жили некоторые другие не-тюркские народы, которые тоже повлияли на лексику якутского языка. Например, эвенки, один из тунгуса-маньчжурских народов, представителей которого, похоже, можно найти почти в любом регионе Восточной Сибири. Они особенно сильно повлияли на язык долган, живущих на Таймыре в некоторой изоляции от якутов. Поэтому и их язык уже не все считают диалектом якутского. Взаимопонимание-то утрачено. Кстати, о взаимопонимании. Известно же, что среди носителей разных тюркских языков с этим как раз довольно неплохо. Если взглянуть, например, на числительные, то окажется, что между якутским и самым далеким от него географически турецким сходство очень сильное. Но стоит нам перейти к не самым сложным предложениям, и мы увидим, что «эннолустюгинник сангарабын» уже мало похоже на «сянчок хызлы куношиосун». А когда турки слышат якутские песни, они реагируют примерно так: «Я как будто понимаю, но я не могу понять». Все-таки влияние монгольского языков древнего населения современной Якутии, а также географическая изоляция от других тюркских языков сделали якутский язык отличным от его родственников, хотя в плане обособленности до чувашского ему еще далеко. Фонетика и орфография. В начале 20 века якуты немного поэкспериментировали с алфавитами. Был период, когда они использовали очень странный алфавит на основе латиницы, потом они стали использовать менее странный алфавит на основе латиницы, ну а с 1939 года и до сих пор для записи якутского языка используется алфавит на основе кириллицы. При этом особенности якутской фонетики таковы, что некоторые буквы, распространенные в русском языке, в якутском практически не используются, только если дело не касается недавних русских заимствований. В якутском нету даже звука «в», он просто не нужен. Чтобы правильно читать по-якутски, надо знать следующее. Это «ы», как в слове «кюн», это «э», как в слове «эр», это «г», как в слове «багарабын», это «г», как в слове «сангарабын», ну а это «х», как в слове «кюхын». Кроме того, есть два диграфа – «н», «оню» и «дж», «дён». Помимо 8 коротких гласных и 8 долгих гласных, в якутском языке есть еще и 4 дифтонга. И их можно услышать в следующих словах: «бес», «кёль», «ре», «кот». И, конечно, внутри слова гласные должны находиться в очень строгой гармонии. Итак, мы переходим к разговору о том, что называется грамматика. Итак, суть гармонии гласных в том, что при присоединении к слову суффикса или окончания гласный в присоединяемом элементе должен быть таким же или похожим на последний гласный в слове. Из-за этого у окончания множественного числа существуют варианты лар, лер, лор, лер и еще 12 вариантов, но теперь уже с изменяющимся согласным. Например, к слову «элджит» нельзя прибавлять окончание, начинающееся на «л», но можно прибавить окончание на «т», поэтому гости — это «элджитар». В якутском языке нет родительного падежа, он просто не нужен. Вместо этого широкое распространение получила конструкция, пример которой выглядит так. Айлга керелере – красота природы. Айлга – природа. Кере – красота. Керелер – красоты. А последний гласный звук является показателем принадлежности, то есть отдельно это слово можно было бы перевести как «его» или «ее красоты». Эти показатели принадлежности являются личными, что позволяет одним словом выразить сочетание «мой отец», «твой отец» и так далее. Это же очень удобно. А теперь переходим к глаголам. Здесь все тоже очень удобно и очень интересно. Инфинитива нет, он просто не нужен. Можно выбрать из огромного спектра причастий то, которое больше всего подходит по смыслу, и использовать его там, где в русском языке был бы инфинитив. А спектр причастий и вообще глагольных форм в якутском языке просто огромный. И это при том, что глагол можно образовать от чего угодно, даже от этого слова. Москвала, едь в Москву. Москвала-та, он недавно уехал в Москву. Москвала-бы-та, он давно уехал в Москву. Москвала-бы-тах, он как-то раз ездил в Москву. Москвала-батах, оказывается, он не поехал в Москву. Но можно выжать максимум из более простых глаголов. Бар – иди. Борис – иди со мной. Барбахта – иди скорее. И даже барахта, в зависимости от контекста и интонации, означает «или». Иди, милый человек, всего тебе самого хорошего, счастья тебе, здоровья. Или иди уже, надоел ты нам всем, чтобы ты по дороге сквозь землю провалился, несчастный. Фу. Лексика.
Естественно, в якутском полно русских заимствований, но только попробуй их узнать. Догадаться, что означают слова «перебед» и «пожалуйста» не так сложно. Но вот глядя на это слово, которое произносится как «джукускай», уже не так просто догадаться, что это Якутск. И еще сложнее увидеть в этом слове русское слово «правительство». Так что даже с русскими заимствованиями якутский язык не теряет таинственности и абсолютно особой магии звучания. Учите якутский. Сахаталын, everything.